الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Именем Аллаха Субханаху ва Тааля продолжаем с вами наши лекции, посвященные изучению имен и качеств нашего Творца, Господа миров, который сотворил нас из ничего, чтобы мы познали Его. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Он сотворил семь небес и землю для того, чтобы вы знали, что Аллах могуществен, способен на всякую вещь, и Аллах объемлет все своим знанием. И который создал нас для того, чтобы мы Ему поклонялись. И одно без другого не может существовать. Если человек не познает Аллаха Субхану ва Тааля, не узнает, какой Он, то его поклонение не будет нужной степени. И также, если человек познает Всевышнего, но при этом он не будет поклоняться, от этого тоже также не будет пользы. И эти две цели, ради которых Всевышний нас создал, они друг друга поддерживают. Чем больше мы узнаем об Аллахе, тем искреннее и качественнее становится наше поклонение. На сегодняшнем уроке, сегодняшней лекции, перейдем к имени Аллаха Аль-Карим. Аль-Карим, и также в Коране приходит в форме Аль-Акрам. Аль-Карим приходит в 3 аятах, а Аль-Акрам же приходит у нас в Коране в одном аяте. Аллах Всевышний говорит: «Фата'аля Аллаху аль-Малику аль-Хак, ла илаха илля хуа Раббуль Аршиль Карим». Возвышен Аллах Аль-Малик аль-Хак, истинный царь. Нет божества, кроме Него, Он Господь трона Аль-Карим. И вот в этом аяте есть 2 варианта чтения. Если прочесть Раббуль Аршиль Карими, то тогда вот это Карим, качество Карим, оно возвращается к трону, то есть трон Аль-Карим. Но есть также вариант чтения Аль-Кариму, Раббуль Аршиль Кариму. Это кирааты, то есть у нас в Коране есть несколько кираатов, есть несколько видов чтения, и они дополняют друг друга и дают дополнительный смысл. Если Аль-Кариму прочесть, то это описание уже возвращается ко Всевышнему Аллаху. То есть Аллах, Он Аль-Карим. Также в другом аяте говорит: «Ман шакара фа иннама яшкуру ли нафси, ва ман кафара фа инна рабби ганиюн карим». Тот, который благодарит, проявляет благодарность, он проявляет благодарность себе. Как мы об этом уже говорили, то, что каждое наше поклонение, наша благодарность Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, это нам самим на пользу. Аллаху от этого ни лучше, ни хуже не становится. Он ни в чем, ни в ком не нуждается. А если же кто-то проявит неверие, неблагодарность, фа инна рабби ганиюн карим, воистину мой Господь, Он богат, ни в ком не нуждается, и Он карим. Он карим. И также 3 аят: «Я аюхаль инсану ма гаррака би раббика аль-карим». О человек, что же ввело тебя в заблуждение касательно твоего Господа Аль-Карим. Аль-Карим. 3 аята в Коране приходит это имя. И имя Аль-Акрам приходит в одном аяте, который мы сегодня на намазе прочитали. Какой это аят, кто знает? Какой суры? Аль-Аляк. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. Читай же, и твой Господь Аль-Акрам. Что же это имя у нас означает Аль-Карим? Ученый Аз-Заджаджи, у которого есть труды, книги касательно качества имен Аллаха, он говорит: Аль-Карим в арабском языке возвращается к 3 значениям. Первое — это щедрый. Аль-Карим значит щедрый. Второе, Аль-Карим значит близкий, драгоценный, дорогой тебе. Близкий, драгоценный, дорогой и также благородный. И третье, Аль-Карим, это у нас также говорит ас-Сафух, то есть прощающий. Прощающий. 3 основных значения. Щедрый, близкий, дорогой, аль-азиз, то есть близкий, дорогой, также могущественный переводит. И
прощающий. Кроме этого, у нас еще также есть значение благородный, как Аллах Субхану ва Тааля касательно Корана говорит, Аль-Курануль Карим, мы говорим. Коран благородный. То есть Аль-Каримом называют то, у чего есть какая-то степень, какое-то положение, достоинство. Арабы это называют Карим. Курануль Карим, то есть он благородный, возвышенный, достойный. И также Каримом называют то, что приносит постоянную пользу. И постоянную и обильную пользу приносит. То есть, например, верблюдицу, которая приносит много молока, от которой много пользы приходит, они называют Карим. То есть она щедрая. Или также, например, у нас виноград, они называют карма. Карма, а также слово от карма. Карма, виноград, они называли, дерево винограда называли карма, от слова карим. То есть, потому что ее плоды, что? Много у нее плодов. Так ведь? У винограда много плодов. То есть, от этого слова также образуется. То есть, которое приносит много пользы. Что касается значения этого имени в отношении Аллаха Субханаху ва Тааля, то ученые приводят очень много толкований, очень много смыслов. И Ибн Аль-Араби, рахимахуллах, великий ученый, он привел аж 16 значений, 16 смыслов к этому имени приводит. И некоторые из них, если мы зачтем, он сказал, что Аль-Карим, он тот, который много дает, много приносит пользы. Аль-Карим, он тот, который много приносит пользы. Он тот, польза которого постоянна. Не просто много, она также еще и постоянна. Это то, у чего есть великое достоинство, значение. То, что любят, то, что ценят, то, что является драгоценным. Тот, кто является драгоценным и ценным. И это тот, кто причист от всяких недостатков и неблагородных качеств. И также было сказано, что он тот, который дает без возврата. То есть дает бесплатно. За то, что он дал, он ничего взамен не требует. Дает безвозмездно. Да? Он дает безвозмездно. И также он говорит, он Аль-Карим, он который дает без причины. Он тот, который дает без причины. И он тот, который дает нуждающемуся и не нуждающемуся. Который дает нуждающемуся и не нуждающемуся. Он тот, до которого доходят все нужды, как малые, так и большие. Если обращаются к нему как с малыми нуждами, так и большими, они все до него доходят. И он все их слышит. И на все эти нужды отвечает. И он тот, у которого не теряются обращения. То есть, когда к нему просят, к нему обращаются, вот эти обращения, эти дуа, эти мольбы, они не теряются. Аллах Субхану ва Тааля, Он Аль-Карим, Он все эти обращения помнит. Он тот, который прощает грехи и ошибки. И подобного рода высказываний. То есть, Аль-Карим. И если посмотреть эти смыслы, и некоторые из них пройтись, то Аллах Субханаху ва Тааля, Он никто иной, тот, который заслуживает это качество. И никто помимо Аллаха Субханаху ва Тааля воистину не заслуживает этого качества Аль-Карима, именно истинной щедрости. То есть мы говорим сейчас о качестве Карим, щедрость. Тут не просто щедрый, да? Тут щедрость наивысочайшей степени. Если мы рассматриваем в мире человека щедрого, то есть мы представляем человека щедрый, который дает, да, людям, бесплатно приносит пользу. Но и этот человек, каким бы он щедрым ни был, да, он все равно себе оставляет, он все равно нуждается в чем-то другом. Будь то даже не имущество, все равно свое время, скажем, свой труд, свои силы, свое могущество он для себя также оставляет. Он не отдает это полностью. Аллах Субхану ва Тааля Аль-Карим, мы сказали, что Аль-Карим, он тот, который дает много. И нет никого помимо Аллаха Субхану ва Тааля, который бы давал обильно. Много. Всю жизнь с рождения человека уже Аллах дает ему блага. Он еще в утробе матери, он ничего не понимает, у него уже есть ризк, пропитание. Аллах ему это дает. И всю жизнь до конца Аллах ему дает. И дает это постоянно.
И нет, то есть Аллах Субхану ва Тааля Аль-Карим, Он дает этот ризк постоянно, Он никогда не исчезает, не убавляется. И когда этот ризк прекращается, что человек уже умирает. То есть никто в этом мире не погибнет, пока не получит свой удел сполна. И этот ризк постоянный до тех пор, пока ты не уйдешь, не покинешь этот мир. И Аллах, мы сказали, Карим, у которого великая степень, великое достоинство. И нет никого могущественнее и более величественного, чем Аллах Субхану ва Тааля. Он тот, который причист от всяких недостатков. И другие вот эти смыслы, которые мы с вами упоминали, Аллах Субхану ва Тааля, Он тот, который заслуживает этого имени, этих качеств Аль-Карим. Также в Коране Аллах Всевышний, Субхану ва Тааля, называет Аль-Карим некоторые вещи, кроме себя. То есть описывает этим качеством Аль-Карам, щедрости, благородства или же величия, описывает некоторые качества, некоторые вещи. Как мы сказали о Коране, Аллах говорит в суре Аль-Вакиа, 77 аяте, «Иннаху ля Кур'анун карим». Воистине Он Коран Карим, Он говорит. То есть Он тот Коран, который благородный. Что значит благородный? Что в этом аяте Карим в отношении Корана, какой смысл несет? Коран Карим, когда мы слышим, что мы понимаем? То есть ученый толкует Карим, который приносит много пользы. То есть его польза неисчерпаема. Коран, книга Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, в ней полно мудрости, в ней руководство для богобоязненных. Это книга, которая является успокоением для людей. Это книга, чтение которой поднимает, возвеличивает, возвышает твой иман, укрепляет твою веру. Это книга, которая является шифа, исцеление, рукья, чтение, заклинание книгой Аллаха Субханаху ва Тааля, это и есть исцеление. И у Корана неисчерпаемое количество хайр, блага в этой книге. И вот что означает Курануль Карим, книга благородная, Карим, которая приносит много пользы. И также он назвал свой трон Аль-Карим. Что означает здесь в этом аяте Аль-Карим? То есть дорогой, красивый. Аршиль Карим, трона красивого, трона дорогого, который выглядит приятно. И в райские плоды Аллах Субхану ва Тааля также назвал Карим. Лахум дараджатун инда раббихим ва магфирату ва ризкун карим. Им, его богобоязненным рабам, уготованы великие степеня перед Всевышним Аллахом, перед их Господом. И прощение грехов, и ризкун карим, и удел, и пропитание карим. То есть это пропитание, этот ризк райский, его польза, его вкус, его много, он обильный и он постоянный. Эти блага райские. Аллах Субханаху ва Тааля, Он Аль-Карим, и Он щедрый, Он великодушный, и Он стесняется, когда рабы Его просят, чтобы их руки опускались пустыми. Как у нас в хадисе, также это имя приходит в хадисе, который переводится, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Инна Аллаха табарак ва тааля хаййюн карим». Воистину ваш Господь хаййюн, стеснительный, карим, щедрый. «Ястахи мин абдихи ида рафа'a идейхи илейхи ан яруддаха сафр». Он стесняется от своего раба вернуть его руки пустыми, когда он поднимает их с мольбой. То есть это имя у нас также приходит в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Субханаху ва Тааля по своей щедрости прощает грехи своих рабов. Какой бы грех ни совершил человек, и даже в этом мире, пока даже человек если не покаялся, Аллах по своей щедрости дает ему ризк. Карим, который дает ризк всем, будь то верующим, будь то неверующим, будь то грешникам, будь то праведникам. Аллах Субхану ва Тааля всем дает этот ризк. Он дает ему ризк, и он с этим риском идет, потом совершает грех. Может большие, может маленькие грехи, может многобожие совершать, ширк,
ширк делать, Аллаху Субхану ва Тааля сотоварища приводить. Аллах Субхану ва Тааля настолько щедрый, Аль-Карим, что Он даже дал Иблису отсрочку. Когда Иблис его ослушался, он не наказал его сразу. Иблис попросил у него отсрочку до судного дня, и Аллах Субхану ва Тааля ему дал. То есть это качество щедрости. Аллах Субхану ва Тааля Аль-Карим, и Аллах, Он прощает грехи своих рабов. Как в суре Аль-Фуркан говорит Аллах: «Илля ман таба ва амана ва амила амалан салихан фаулаика юбаддилу Аллаху сайиатихим хасанат ва кана Аллаху гафуран рахима». Кроме тех, которые покаялись, уверовали и совершали благие деяния, фаулаика, и это те, которым Аллах Субхану ва Тааля юбаддилу Аллаху сайиатихим хасанат. Он меняет их грехи на благие деяния. Не просто Аллах Субхану ва Тааля прощает грех. Он вместо греха что делает? Он меняет грех на благое дело. Вместо греха записывает благое деяние. Вакан Аллах гафуру рахима. Воистину Аллах является прощающим и милостивым. И приходит у нас достоверный хадис от Абу Зарра Аль-Гифари, ради Аллаху анху, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Я знаю последнего человека из обитателей ада, из обитателей рая, который туда войдет, и знаю последнего обитателя ада, который выйдет из этого ада. И в судный день, говорит, приведут человека. В судный день приведут человека, и ему начнут показывать те деяния, которые он совершал в этом мире. Все его грехи, какое бы благо, даже размером с пылинку, человек не совершил, он это увидит. А тот, кто совершил, и какой бы грех размером даже с пылинку человек не совершил, он в судный день это увидит. И человека приведут в судный день и начнут ему показывать его грехи, и начнут с малых. У него есть малые грехи, есть большие грехи. Ему говорят: ты это делал? Малые грехи. Да, я делал. Это совершил? Да, совершил. Это совершил? Да, совершил. И столько грехов ему перечисляет этот человек уже, что он уже в отчаянии. А еще даже не начали перечислять его большие грехи. И после перечисления его малых грехов, ему Аллах Субханаху ва Тааля что говорит? Воистину, тебе вместо каждого греха тебе благое деяние. Воистину, тебе вместо каждого греха записывается благое деяние. И тогда этот раб, который боялся, он ждал со страхом тот момент, когда начнут ему перечислять его большие грехи. То есть ему перечисляют малые грехи, он уже весь в отчаянии, у него его страх, отчаяние одолело. И еще его впереди ждут его большие грехи. Он думает об этих больших грехах, говорит пророк, саллаллаху, когда же их начнут перечислять. И тогда, после малых грехов, Аллах Субхану ва Тааля говорит: тебе вместо каждого греха тебе записывается благо. И тогда этот раб, который боялся перечисления больших грехов, он сам начинает говорить: о Аллах, у меня же еще есть грехи, которые я здесь не видел. Говорит. То есть он сам вспоминает эти большие грехи, чтобы вместо этих больших грехов также были записаны что? Благие деяния. Потому что Аллах Субхану ва Тааля по своей щедрости ему записал благие деяния вместо грехов. И тогда Абу Зар говорит, и в этот момент, говорит, в конце этого хадиса я видел, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, засмеялся, что даже были видны его задние коренные зубы. И Аллах Субхану ва Тааля по своей щедрости благие деяния записывает по намерению. Ты только намерился совершить благое дело, но не смог его совершить по какой-то причине, Аллах Субхану ва Тааля его засчитывает. А если ты его совершил, то Он записывает тебе, приумножает это благое дело. От 10 до 700 и больше раз приумножает твои благие деяния. То есть это все по щедрости Аллаха Субхану ва Тааля. Он не делает это взамен чего-то. Не делает это, потому что мы ему что-то дали. Или по причине какой-то. Нет, Аллах Субхану ва Тааля все это дает по щедрости. Все это Аллах Всевышний дает по щедрости, а не из-за какого-то. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. Вот тут аят. Но Аллах оказывает свою милость тем рабам, которым пожелает. То есть этот аят означает, что Аллах Субхану ва Тааля оказывает милость, дарует свои блага безвозмездно, без какой-либо причины. Он дарует их
лишь по своему желанию. И ничто не может на это повлиять. Никакое заступничество, как это приводится. То есть он щедрый, и он щедрый, дарующий даже без заступничества. И ничто не может, никакое заступничество не может этому препятствовать. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то, что он пророк, он любимейший раб Аллаха субханаху ва тааля, но даже несмотря на это, что его дядя Абу Талиб не стал верующим. Аллах субханаху ва тааля не дал ему иман, не дал ему веру из-за пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И отсюда следует, что какой бы человек в этом мире ни был, каким бы святым, как некоторые течения возвеличивают своих святых аулия и надеются на их заступничество перед Аллахом субханаху ва тааля, обращаются к ним, просят у них. Это указывает то, что Аллах субханаху ва тааля говорит: «Валякинна Аллаха ямунну аля ман яша». Но Аллах оказывает свою милость тем рабам, каким он сам пожелает. Заступится за него кто-то, не заступится, это уже не влияет на результат. Аллах субханаху ва тааля дарует, кому пожелает в этом мире и в следующей жизни. Поэтому заступничество, это заблуждение великое, когда люди, возвеличивают своих святых, своих аулия, обращаются к ним, даже совершают грехи страшные. После их смерти обращаются к их могилам, просят у них. И при жизни даже приписывают качества, которые присущи лишь одному Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, как знание, сокровенное знание будущего. Надеюсь, что эти люди, надеюсь, что Аллах посредством этих людей из-за их заступничества им даст. Аллах что говорит? Он дает, кому пожелает. И никакое заступничество тебе не поможет. Надо просить у одного лишь Аллаха Всевышнего субханаху ва тааля. И как же достичь, то есть как же заслужить щедрость Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля? Как же стать тем, который заслуживает щедрость? Как стать тем, у которого есть степень перед Аллахом, благородным человеком перед Аллахом? «Инна акрамакум индаллахи аткакум», говорит Всевышний Аллах. «Инна акрамакум», то есть наиблагороднейший из вас, то есть тот, у которого есть степень перед Всевышним Аллахом, тот, которому Аллах оказывает свою щедрость, кто? Аткакум, наибогобоязненный из вас. Что такое богобоязненность? Это совершение повелений и устранение запретов. То есть, чем больше у тебя поклонения, знания, и чем меньше у тебя грехов и ошибок, тем ты считаешься богобоязненнее, и тем ты становишься твоя степень перед Аллахом субхану ва тааля становится более возвышенной. И тут напоследок хотелось бы привести один аят касательно благородства и степени в этом мире. Человек в этом мире, он ищет степень, он ищет положение в обществе, положение среди своих друзей, среди своих знакомых. И в общем, ни один человек не хочет быть униженным. Он хочет, чтобы его любили, его уважали, его ценили, чтобы он был дорогим. Но надо понимать, что эта степень, она никакую пользу не приносит. Степень, которой ты обладаешь среди людей, не стоит ни с чем рядом со степенью, которой ты обладаешь перед Аллахом субхану ва тааля. То есть это карам, эта степень и благородство, достоинство перед людьми, которым ты обладаешь, какого бы ты ни достиг в этом мире, оно ничего не стоит, если ты перед Аллахом субхану ва тааля не весишь и даже веса крыла комара. Если ты перед Аллахом никто, то есть твоей степени нету перед Аллахом субхану ва тааля. Какой бы ты ни достиг в этом мире степени, это ничего тебе не дает. И об этом Аллах субхану ва тааля приводит аят: «Худуху фа'атилуху иля сава'ил джахим. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم», говорит Аллах субхану ва тааля в суре Ад-Духан 47-49. «Возьмите, говорит, и киньте его в мрак, в темноту ада. Киньте его в глубины ада. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم». И затем сверху подлейте на него обжигающий огонь, обжигающее наказание. «ذук», и говорит: «Вкуси же, иннака анталь азиз аль-карим», воистину ты аль-азиз аль-карим, говорит. Эти качества аль-азиз аль-карим, аль-азиз, что это значит? Драгоценный,
могущественный, и Карим, щедрый, благородный. То есть Аллах Та'аля говорит: вкуси же это наказание, воистину ты щедрый и благородный, могущественный. То есть как можно понять, то есть Аллах Субхану ва Тааля наказывает человека адским пламенем, и при этом его описывает вот этими качествами. Воистину ты благородный, щедрый. Вот эти качества, они что? Это же хорошие качества, так ведь? Аллах Субхану ва Тааля не описывает его невежеством, неверием, грехом, фиском. А чем его описывают? Вот этими качествами. Что это означает? «Иннака анталь азизуль карим». Вкуси же наказание, ты щедрый, ты благородный. То есть, правильно, да. То есть в этом мире он считался благородным, он считался щедрым, у него была степень среди людей. И он, что? Его люди почитали, но при этом, какой бы у него степень ни была, перед Аллахом Субхану ва Тааля не было никакой степени. Поэтому в этом мире человеку не стоит обольщаться тем, какая у него степень, тем, какое у него положение в обществе, какое у него положение в мире. В этом мире он может достигнуть огромных высот. Но при этом эти высоты, это его величие, его достоинство ничего не будет значить, если перед Аллахом Субхану ва Тааля он ничего не достигнет. И его таким образом, то есть этими словами Аллах Субхану ва Тааля человека наказывает не только физически, также что? Он его порицает таким образом. То, что ты в этом мире возгордился, обольстился своим положением, своим благородством, и вот же получаешь же за это. То, что ты позабыл об Аллахе Субхану ва Тааля и не делал его повеления, не совершал его повеления. На этом, иншаллах, закончим. Субханака Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллах.